И сейчас МВД вместо того, чтобы поддерживать 10-12-месячное обучение, они должны принести извинения народу за то, что допустили коррупцию и выдавали, точнее продавали водительские удостоверения на протяжении долгих лет. Уважаемый Турага, коллеги, Алмазбек Ахунжанович, все вы стали свидетелями, как директор органа по выдаче водительских удостоверений не смог четко и ясно сформулировать свою позицию по поводу предлагаемых реформ. Позавчера со всей республики съехались представители автошкол, более 100 человек. Я ездил с ними навстречу, они так и не дождались директора для того, чтобы получить объяснение по поводу этих реформ. Вчера он был приглашен в Джорку Кенеш, но, к сожалению, не явился. Ответом от Управления делами президента было то, что в связи с проводимыми реформами он не имеет возможности посетить Джорку Кенеш. Но представители автошкол пришли в Джорку Кенеш, мы с ними провели встречу в течение 2 часов. Я их слушал. И сейчас хочу сказать, как человек, который долгое время боролся с коррупцией в силовых структурах, то что проблема с выдачей водительских удостоверений, она образовывалась на стыке автошколы и государственных органов. И сейчас МВД вместо того, чтобы поддерживать 10-12-месячное обучение, они должны принести извинения народу за то, что допустили коррупцию и выдавали, точнее продавали водительские удостоверения на протяжении долгих лет. Сейчас крайне неправильно закрывать частные автошколы и монополизировать выдачу водительских удостоверений, обучение. Дело в коррупции именно в государственных органах, а не в обучении, в его качестве. Я хочу, чтобы этот вопрос вернули на переосмотрение, потому что сегодня в народе очень большое недопонимание в связи с этим. И государственные органы выглядят крайне негативно. Поэтому, если директор не может объяснить свою позицию государства в этом плане, то пусть другой человек придет тогда и объяснит. Спасибо.